У нас вот следующий доклад у Сергея Владимировича Щербакова, Академия наук и искусств. Тут название было одно, но, видимо, переигралось. Чувашские военные организации 17-18 года. Время 7 минут. У нас лимит. Ну, хорошо, я все быстро, коротко. Да. Я сначала все-таки поправлю. В императорской армии национальные подразделения были. Да? Уже сказал. Так, это дискуссия по это теме, не дискуссия, я по теме перехожу. Ага. Я к своей теме перехожу, потому что у меня это как раз вопрос посвящен. Они были, сейчас я не буду их освещать, это и кавказские, после начала это и армянские появились, и польские, и финские, и другие. Насчет поволжских народов тоже стоял вопрос в первом месяце о том, что создание чувашских подразделений и мусульманских подразделений. Симбирская школа этим занималась, причем вот этот вопрос до конца у нас не исследован, конечно, но известно, что несколько десятков учеников симбирской школы добровольцами пошли, и они предполагали, что они как раз будут костяком этого национального полка. Но других материалов я по этому поводу не располагаю. То, что для поволжских народов национальные подразделения не были сформированы в ходе период царского России, но в 17 году, после уже февральской революции, это уже сразу маховик заработал мгновенно. То есть был поставлен вопрос о создании своих уже национальных подразделений, уже на фронтах и в тылах были открыты национальные солдатские военные комитеты и офицерские комитеты. Это было и у мусульман, у татар, и у чувашей, и располагали достаточно большой и разветвленной многочисленной сетью вот этих военных комитетов, именно национальных военных комитетов. В 17 году начинается уже появляется военно-окружной, Казанский Чувашский военно-окружной комитет, который уже объединял все эти комитеты в единую организацию. Это в декабре 2017 года был сформирован. В январе 2018 года был проведен Всероссийский военный, Чувашский военный съезд, где уже объединялись все военные комитеты по всей России. Приезжали делегаты с фронтов, рассказывали о своих военных комитетах, которые находились и на Австро-Венгерском фронте, и в Гельсинфорсе, это нынешние Хельсинки, было очень разветвленные чувашские военные комитеты, которые проводили. Вот теперь вопрос, а для чего эти комитеты создавались? Не для сепаратистских, конечно, настроений, это не с целью сепаратизма, потому что некоторые у нас, когда эту тему поднимают, начинают почему-то опасаться. Основная цель этих подразделений была, в первую очередь, во время царской России культурно-просветительская задача, потому что как раз существовал языковый барьер, во-первых, и чтобы солдатам было удобнее нести службу, если у них офицеры будут тоже руководящий состав своей же национальности. Дальше, эти мобилизованные солдаты были хорошей школой, то есть можно было их обучать грамотности, в том числе и русской, естественно, и классическим давать образование, среднее образование для солдат с использованием родного языка. В 2017 году появилась еще к этому прибавилось еще другое направление, потому что в 2017 году уже революционные события, и появилась такая концепция, как вооруженного народа. То есть каждый народ должен располагать своими вооруженными силами. Это вкладывалось в демократические преобразования того времени. Для чего их нужны были вооруженные силы? Для выполнения милицейских задач. То есть единого государственного не предполагалось, там царская армия, она то, что демобилизуется потихоньку. Тоже интересная тема, мог бы дальше об этом говорить, но сейчас подведу итоги. В результате все-таки подразделение было сформировано 25 января 20 числа января 1918 года был официально образован первый чувашский стрелковый полк, располагался он в Казанском Кремле. Точно нам неизвестно, сколько там численность была, но не меньше 560. Почему такая цифра? Это у нас это посчитали в свое время, еще в советское время, когда шел процесс демобилизации старой царской армии, 568, если не ошибаюсь, более 500 человек написали заявление о том, что они не хотят демобилизовываться, то есть по своему возрасту,
там по возрастам шла демобилизация, и они хотят остаться как раз в этом Чувашском полку. Это говорит о том, что все-таки даже не 500 человек было, потому что там были еще другие, которые еще не демобилизовывались. То есть их там было, наверное, в 2 раза больше, то есть не меньше 1000. Дальше. Вот в нашей литературе ошибочно написано то, что он был демобилизован, вот этот Чувашский военный полк и вообще военно-окружной комитет был демобилизован. Как царская армия, это не совсем точно, потому что тоже имеются исследования по этому поводу советского времени еще, где написано было, что Чувашский военный, вот этот полк, он был в рамках демобилизации передан чувашским организациям того времени. И то, что, то есть как национализация этих полков. И последний момент насчет того, что насчет формы, мы это говорили, то, что вот этот чувашский полк, это, конечно, вопрос открытый, нам сейчас тяжело, надо разыскать, но тем не менее это возможно, потому что когда создавался этот полк, был поставлен вопрос о том, что необходимо разработать свою форму для этих солдат. Конечно, эта судьба этого полка была короткая, 2 месяца всего, но тем не менее там был вопрос поставлен о том, что объявляли конкурс среди художников для создания, насчет флага я уже об этом много раз говорил, да, флаг там был принят свой национальный флаг, чтобы это, может быть, где-то все-таки вот эта информация могла сохраниться хотя бы на эскизном уровне, то есть какие элементы могли использовать, это был бы интересный, конечно, момент, но вот сейчас у нас это пока не представляется возможным. И все, временно закончилось? Да. Хотелось бы рассказать побольше о 18 году, потому что в советской армии, в Красной армии шла тоже создание, и были созданы Чебоксарский полк, Чебоксарская рота, Цивильская чувашская рота. На высоком уровне разрешался вопрос в Москве, но гражданская война захлестнула, и этот вопрос уже отодвинула. И потом, уже когда пришла Красная армия осенью 18 года окончательно, то уже там национальных подразделений уже не было. Но в 20-е годы вопрос опять подняли, и там что-то появлялось. Спасибо, Сергей Владимирович.